Я извиняюсь, дело в том, что а, произошли какие-то накладки технические небольшие. Сейчас меня слышно хорошо? Ага, ну хорошо, раз слышно. Начнем эфир. Дело в том, что... Так, сейчас, секунду. Здесь... Угу, все. Рад всех приветствовать. Хаумолот, хурматлы милләттәштәр. Кто меня не знает, кто знает, еще раз на себе напомню, что меня зовут Руслан Габбасов. Я представитель Башкирского национального движения. Раньше состоял в организации Башкорт, которую признали экстремистской на территории Российской Федерации. Сейчас я нахожусь в миграции, получаю политическое убежище в Литве. Сейчас, секунду. Я так понимаю, что мало народу, конечно, меня смотрит, потому что первый эфир, первый стрим, немножко волнуюсь, так что тоже простите сразу за какие-то ошибки, недочеты, технические ошибки. Начну с того, что первый вопрос, который мне уже прислали, о том, как я оказался в Литве, как здесь в Литве. Но как я оказался в Литве, я уже как бы несколько раз об этом говорил. Там можно прочитать в каких-то на сайтах, где писали обо мне. Писали обо мне много. Коротко, если из-за начавшегося давления пришлось покинуть Алмагат, пришлось покинуть Башкортостан, родной дом, потому что должны были, скажем так, намекали, давали, скажем так, говорили о том, что скоро в ближайшем времени посадят, поэтому пришлось срочно улететь. Сейчас нахожусь в Литве. Как здесь, что здесь происходит, если коротко, то европейская страна практически уже стала, да, то есть совок из нее уже изжит. Здесь достаточно благополучно, если посмотреть на все 15 республик бывшего Советского Союза, которые как живут сейчас, то прибалтийские страны, они достаточно очень хорошо живут. По крайней мере, вот, допустим, если выйти на улицу и посмотреть, то я не видел ни одной отечественной машины. Вообще нету. Отечественная имеется в виду мои отечественные, то есть, да, ВАЗов вообще нету. Есть иномарки, и нету такого рассвоения. Вот если я, допустим, был в Казахстане, да, то там очень много бедных, а есть очень богатые машины. У нас в России, да, очень много там бедных, там ВАЗы и большое количество ленд-крузеров различных, там, да, Porsche и так далее. Здесь, скажем так, средний класс очень распространен машин. Ниже Шкода Октавии, допустим, да, я практически здесь не видел машин, там, или ниже там Volkswagen Polo. Вот очень много вот среднего класса машин, очень много иномарок, Toyota очень много. Есть Поршики, да, то есть тоже как бы тоже много ездят. Но таких там дорогих, там каких-то там Бугатти, там как у нас там в Уфе, там в Москве, какие-то там Феррари, ленд-крузеров практически не видел я здесь, нету такого. То есть средний класс достаточно обширный. Очень уютный город, в принципе, для проживания. Евросоюз, здесь евро, валюта. Как бы, если коротко, вот так можно описать, да. То есть люди, город, можно сказать, практически русскоязычный. Очень много разговаривают на русском языке.
То есть научить, конечно, язык надо, потому что какую-то либо карьеру здесь сделать, устроиться на хорошую работу невозможно без знания литовского языка. Поэтому а, это говорит, здесь, кстати, очень много проживающих русских людей, они учат, все знают практически язык, и кто не знает, то как минимум понимают, но стараются все учить, потому что здесь невозможно, я еще раз говорю, как бы построить какую-то хорошую карьеру, устроиться на хорошую работу без знания языка. Это я говорю к чему? К тому, что вот если взять нашу ситуацию в Республике Башкортостан, то у нас очень много русскоязычных русских людей не хотят учить башкирский язык как государственный язык. И, ну, они считают, что можно и так прожить. Здесь, в принципе, тоже можно прожить людям русскими без знания литовского языка. Но еще раз говорю, невозможно какую-то карьеру устроить себе хорошую. Поэтому учить надо. И в будущем в Башкортостане у нас также будет башкирский язык обязательный для изучения. И без него невозможно будет. Любой чиновник, устроившись на работу, он обязан будет сдавать экзамен на знание башкирского языка. Дальше вопрос был у меня такой по поводу Украины сейчас, что там происходит. И вот я начал в последнее время выкладывать информацию о земляках наших, которые сейчас находятся в плену, которые убиты, к сожалению. Начались вопросы от родственников, как им можно помочь, что с ними происходит, да, где они. В общем, я разговаривал непосредственно в Украине, есть знакомые, которые, скажем так, владеет небольшой информацией, но что есть, скажу. Во-первых, на сегодняшний день, как они говорят, очень много погибших со стороны России военнослужащих, очень много. Трупы складывают в морге, морги, говорят, практически забиты, и их приходится выкладывать, ну, какие-то там в другие помещения. Там температура с каждым днем все повышается, все-таки весна, трупы начинают портиться, тела начинают портиться, их приходится хоронить. Вот, потому что Министерство обороны не забирает тела. И хоронят их, соответственно, в общих могилах. Есть еще даже такие тела, которые вот, допустим, там танк, да, там БТР какой-то, если его подбивают из Байрактара там, или из Джавелина, он полностью там практически все люди, которые там находятся, они выгорают, от них ничего не остается, и их невозможно идентифицировать. Если какие-то есть документы остаются, их выкладывают на канале, телеграм-канал «Ищи своих» называется. Оттуда вся информация, оттуда я беру только оттуда, другой как бы информации у меня нету. Так вот, там выкладывают такую информацию, то есть какие-то там документы, какие-то там бейджики, значки этих людей. Только так, потому что по телу уже идентифицировать их нельзя. Их тоже хоронят прям там. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что эти тела уже не приедут на родину, к своим родным, близким, к матерям, к женам, к детям. Вполне возможно, Министерство обороны их запишет как пропавшие без вести. Соответственно, люди, которые пропавшие без вести, они не лишаются каких-либо всех выплат, там, не знаю, пенсия там, или что-то, вот, что положено, да, то есть на солдата, все это лишаются они. Вот. Чего ждет Министерство обороны, почему не признают людей, почему не забирают трупы, я не знаю. Они забирают трупы только тех, которые они успели в бою забрать, вот нам не так объясняют, а те, которые находятся у украинцев, их не забирают, к сожалению. Потом по поводу пленных, то есть они где-то сконцентрированы в одном месте, с ними обращаются, как мне сказали, гуманно в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных. Ну, кормят там все, какие раны у них есть, их, то есть лечат. Никакого там, не знаю, скотского отношения к ним нету. Ну, мне так объяснили, как бы я, что мне сказали, я передаю вам. Поэтому по поводу того, смогут ли с ними увидеться родственники, приехать к ним, сказали, что пока это невозможно, пока идет война. Как долго они там будут, я тоже не знаю. Поэтому вот все, что есть, все я вот вам передаю. Так.
Сейчас, секунду. Вопросы пошли. Уже много, достаточно. В Совете национальной безопасности Украины Данилов сказал, что после Украины будет Литва. Если начнется, куда уедешь, не думал ли в Турцию? По поводу войны, которая начнется, может начаться в Литве. Такие опасения есть. Руководство Литвы, скажем так, предупреждает, что вполне возможно могут начаться такие боевые действия по отношению к Литве. Но, если честно, они маловероятны. Во-первых, Литва все-таки, как и другие прибалтийские страны, там Эстония и Латвия, входит в НАТО, входит в Евросоюз. Соответственно, если, как у любое государство, которое нападет на одну из стран НАТО, одну из стран-членов НАТО, включается 5-я статья коллективного договора, когда вся мощь НАТО, всех вот этих стран обрушится, соответственно, на агрессора. Поэтому я сомневаюсь, что Путин начнет войну против Литвы. Хотя, конечно, нельзя исключать, что такое возможно. Все может быть. По поводу того, что может ли он ударить ядерной бомбой. Я думаю, что может. Если ситуация начнет выходить из-под контроля, то есть она уже выходит у него из-под контроля, он войну, если честно, проигрывает, то, соответственно, он может начать применить ядерное оружие. Это ядерное оружие, оно, как его, не то совершенно, которое было там, допустим, в Японии, да, которое упало на Хиросиму и Нагасаки, оно не такого массового поражения, оно точечного поражения, там, ну, радиус какой-то там, да, то есть сколько-то там тысяч погибших будет, последствия, естественно, будут, но, скажем так, не такое массовое, да, то есть, но в любом случае это, конечно, очень страшно, и желательно, чтобы не было вообще ничего подобного. Но Путин может это ядерное оружие скинуть на Украину, потому что он реально войну проигрывает. То есть он планировал за 2-3 дня блицкриг совершить, захватить Киев, посадить туда свое правительство, то есть как бы, да, то есть чтобы пока Европа не очухалась, то есть все планировал, что будет как в Крыму, то есть его встретят с цветами, там никакого сопротивления практически не будет, но он просчитался его по-моему, там называется 5-й комитет Федеральной службы безопасности, который отвечает за контрразведку. Сейчас там идут аресты всех руководства, всех, кто отвечал за информацию по Украине, разведку по Украине. Сейчас там, говорит, идут аресты, потому что они действительно просчитались. Что еще могу сказать? Если все-таки нападет, да, что делать? Ну, я не знаю пока еще, что я буду делать. Там, поеду ли я дальше куда-то или останусь здесь в Литве. Не знаю, пока на этот вопрос не могу ответить. Какие вопросы еще? Так, тролли, да. По поводу того, что вот еще раз хотел еще добавить, по поводу нападет он на НАТО или не нападет. Некоторые говорят, что вот у Путина нету задней, якобы он не привык сдавать назад, и он будет переть до конца, и в случае чего он может напасть и на одного из стран-член НАТО. Но я могу вам напомнить случай, когда Турция сбила российский самолет, и Путин ничего не сделал. После того, как Турция сбила российский самолет, все члены стран НАТО подтвердили свою готовность в случае, если Путин начнет военные действия против Турции. А Турция, я напомню, она член НАТО, она входит, ее войска входят в состав НАТО. И все члены страны НАТО подтвердили готовность применить свои силы против России. И Путин ничего, никакой ответки не дал по сбитому самолету российскому. Так что все-таки, я так думаю, у него разум есть, и до какого-то там жесткого сценария, я думаю, доводиться не будет. Что еще? По поводу, спрашивают, что будет с Россией. Я уже как бы несколько раз тоже отвечал в различных эфирах, писал, что будет. Но ничего хорошего точно не будет при режиме Путина.
Так, это вот отвечу на следующий вопрос. Ничего хорошего не будет. Санкции, к сожалению, как говорят все эксперты, аналитики, то, что возвращает нас вновь в 90-е годы, но с разницей в том, что в 90-х годах все-таки у нас были дружеские отношения со всеми странами, нам помогали, к нам наоборот только заходили компании международные, да, там различные зарубежные компании, то сейчас наоборот от нас выходят и с нами не хотят дружить никто. Мы на сегодняшний день страна-агрессор, которая, скажем так, обложена полностью, ну, кроме Китая, да, там, Турция. И то они с нами дружат только из-за своей личной выгоды. Вот. Что будет дальше? Ну, я думаю, и сами видите, если в 90-х годах была гласность какая-то там, да, с демократия, немного было независимых СМИ, общественные организации работали, то сегодня этого ничего нету, все закрыто, все запрещено, любые СМИ уничтожены. Недавно вот был случай в Уфе, когда Айтугана, все, наверное, помните, да, такой был случай, Айтугана ФСБ задержала, где его пытали, и ему дали 10 суток, но он там написал апелляцию, эту апелляцию сменили на 5 суток ареста, и он должен был выйти в этот день вечером, когда мне написала его мать. Его мать написала, попросила помочь мне найти, обратиться к каким-либо независимым СМИ, которые бы пришли и были бы там на месте, ну, когда он будет выходить из СИЗО, из ИВС точнее. Вот, но я начал искать, начал обзванивать наших журналистов, наших независимых СМИ, и, к сожалению, пришел к выводу, что нет, все, СМИ закончилось в Республике Башкортостан, нету. Эхо Москвы закрыто, там Дарья Кучеренко на тот момент сидела, Ильдель Реалии закрыты, какие-то еще там журналисты, практически они все стараются сейчас не высовываться, потому что чуть что сразу же накладывают огромные штрафы, чуть что сразу же арестовывают. Вот такая ситуация. К сожалению, у нас есть некоторые общественные деятели, с которыми мы раньше плечом к плечу стояли в защиту Куштау, такие как Вадим Искандеров, да, то есть из «Зеленого щита», один из организаторов этой организации. Он поддержал войну. И я вот могу сказать, что сейчас, если какая-то у него будет ситуация, где нужно будет привлечь СМИ, то есть там защита воздуха, там, да, как он там занимается, или какие-то защиты каких-то там карьеров, лесов, то их нету сейчас, все. То есть он поддерживает политику Путина, а политика Путина ведет к тому, что у нас не осталось СМИ. По поводу вопроса, как ты думаешь, получится ли стать независимым государством Башкортостан после того, как уберут Путина? Думаю, да, получится. Все зависит, конечно, от нас, от нашего настроя, на то, насколько мы готовы. Я считаю, что мы более готовы, чем наш народ Республики Башкортостан, более готов к независимости, чем в 90-х годах. То есть, оглядываясь на ошибки 90-х годов, что было сделано, у нас сейчас больше интеллигенции, больше понимания, что мы хотим, куда мы хотим двигаться. Но я не говорю, что мы будем полностью независимы. Полностью независимы, к сожалению, скорее всего, будет очень сложно. Почему? Потому что, во-первых, мы не граничим внешне с какими-либо государствами. Если мы как-то там, очень сложно будет проходить там таможенные службы, там наши будут грузы, очень сложно будет пересекать какие-либо границы постоянно, то есть платить пошлины таможенные, да, это раз. Во-вторых, у нас экономика очень сильно интегрирована в общероссийскую, то есть у нас там, ну, допустим, да, у нас нефтеперерабатывающие заводы, Башнефть, да, там находится в Уфе, в Салавате, а добываем мы нефть в Ямало-Ненецком автономном округе, да, то есть или еще в каких-либо других регионах контракты подписаны. Дальше. У нас, то есть экономика очень сильно интегрирована, там какие-то трубы идут там через нашу республику, проходят там дальше куда-то там, как там автомагистрали, то есть, да, то есть, ну, очень много завязано на экономике. Если мы все обрубим, да, то есть как бы как независимая страна, но это будет очень сложно. Мы вернемся
вновь в 90-е годы. То есть, ну, экономика наша, еще раз говорю, то есть очень сильно отойдет назад. И третий вариант у нас Южный Урал. Республика Башкортостан расположена в Южном Урале. У нас есть горные массивы, где очень много стратегических объектов военных, где содержится ядерное оружие. Что делать с ним? И оно не только у нас, оно еще и, то есть, по всей России сегодняшней раскидано. И если это будет 50-60 независимых каких-то там государств, кто будет это контролировать, это оружие? Совершенно непонятно. Если будет какой-нибудь придурок у власти, такой как там в Туркменбаши сегодня, который находится, да, то это очень опасно. Там любой человек нажмет кнопку, то есть, да, может также угрожать, как сегодня Путин угрожает, да, ядерным оружием. Поэтому я вижу, что будущее Башкортостана – это независимое государство, независимое во внешней и внутренней политике, в экономике, но оно находится в союзе, в каком-то таком едином союзе республик, которые образуются на территории сегодняшней Российской Федерации. Все, кто хочет в него зайти, зайдут. Все, кто захочет отделиться, пусть отделяются, живут сами по себе. И вот в этом союзе мы уже будем строить какую-то свою государственность, еще раз говорю. То есть это что-то типа по Евросоюзу, по типу Евросоюза. С единой армией. То есть у нас в Республике Башкортостан будет своя национальная гвардия, или это будет там армия своя, да, какая-то будет столица, но это будет явно не Москва, какой-то там маленький городок, где там будет общий парламент из представителей каждой республики, каждого государства, которое входит в этот союз. Они будут решать общие какие-то вопросы. Будет единая валюта, бестаможенные границы, то есть чтобы можно было свободно перемещать грузы и так далее. Вот что-то вот такое будет, да, то есть я на это рассчитываю, и я пропагандирую такое именно такое будущее Башкортостана. А уже во внутренней политике, во внешней политике мы сами будем строить наши отношения с кем мы хотим. С кем мы хотим, то есть с Казахстаном, там, да, то есть с США, там, с Германией, с Австралией и так далее. То есть никто нам не будет указывать. Вот, допустим, там какие-то там у Московской республики, да, допустим, какие-то будут плохие отношения с Турцией. Но это ихние проблемы. Мы с турками дружим, это наш братский тюркский народ, и мы с ними будем дружить, и с ними строить какие-то наши общие экономические взаимовыгодные партнерские сотрудничества, да, проекты какие-то будут общие. Вот, то есть каждый будет сам выбирать, с кем ему наложить отношения и как наложить отношения. По поводу, спрашивают, тут вопросы задают по поводу там Оренбургской области, забрать назад в Башкортостан, там Челябинскую область, исторический Башкортостан наш, да, то есть земли огромные. Я знаю, что есть определенное количество людей, есть и некоторые общественные деятели, которые хотят, чтобы, то есть, возродился исторический Башкортостан. Но давайте взглянем в правде глаза, да, то есть глаза правды. Что на самом деле на сегодняшний день мы имеем? Во-первых, на самой территории Республики Башкортостан башкиры составляют 1/3 населения, даже 1/3 не составляем. То есть если из 100% мы 29,5%. Но это по переписи 2010 года. Не знаю, как будет следующая перепись. Вот, кстати, в апреле месяце должны данные опубликовать. Не знаю, как сейчас, какой будет процент, но если исходить из того процента, то мы даже 1/3 не составляем, да? То есть, и представьте, что если мы присоединим Челябинскую область, где башкир всего 4,5%, если мы присоединим Свердловскую область, да, то есть где башкир 1,5%, если мы присоединим Курганскую область, где башкир всего 0,5%, да, то есть всего один район, мы вообще там будем уже не только 30%, не только 29,5%, мы будем меньше 10% в этом общем территориальном образовании. Русские будут практически там 80%. То есть, ну, как вы все это видите? Это нереально. Во-вторых, кто даст нам просто так эти земли обратно? Там сейчас на сегодняшний день живут русские уже много веков, да, с Челябинской области, там, да, то есть в других каких-то областях. Как мы будем эти земли возвращать обратно? Вы собираетесь воевать, что ли?
вы готовы положить жизни наших ребят за это, за то, что за эти земли, что они когда-то исторически нам принадлежали. Единственный вариант, как я вижу, что в будущем возможно их как-то интегрировать в состав Республики Башкортостан, это только если мы начнем размножаться. Через 30 лет будет башкир там не вот в Челябинской области не 4,5%, как сейчас, а 50% с лишним, да, то есть население, или там через 100 лет, там 70% башкир станет. Тогда уже можно будет поднять вопрос о референдуме, то есть и о вхождении в состав, возвращения. То есть только так, по-другому никак, как вы видите, то есть это нереально. Плюс к тому же есть такие сейчас договоренности между общественными деятелями, всеми Российской Федерации будущего, да, то есть которые планируют в будущем, то есть как-то преобразовать эту Россию, федерацию, союз народов, что границы сегодняшние должны быть неделимыми и сохраненными, какие они сейчас есть. Потому что если мы сейчас позволим себе какую-то там область, земли какой-то области присоединить себе обратно, то это мы откроем ящик Пандоры. Начнут везде лезть. Татарстан там, да, насчет говорить что-то там о северо-западных районах. Они и так говорят, да? То потом вообще, то есть, как бы, да, начнут какие-то претензии предъявлять. В других областях там очень много спорных вопросов. Чечня с Ингушетией постоянно. Территориальные какие-то споры. Это, к сожалению, это, я еще раз говорю, откроет ящик Пандоры и закончит все кровопролитной войной, Второй Югославии. Поэтому нельзя территории без референдума, без международных каких-то правовых актов присоединять. Дальше тут очень много вопросов. Так, как теперь жить тем, кому стыдно за это все, что о нас говорят люди в Латвии? Что о нас... Я не в Латвии, еще раз говорю, я в Литве. Ну, все понимают. Кстати, позавчера был такой случай, когда я шел по улице. Позавчера здесь был праздник, День независимости. В 90-м году Литва первая республика, которая объявила о своей независимости. Это государственный праздник. Здесь проходили всякие там мероприятия различные. И вот я иду по улице, мне женщина останавливает и просит меня сфотографировать там на английском. Я говорю, нет, я говорю, на русском. Она такая, вы, говорит, откуда, с России, что ли? Я говорю, да, с России. У нее такая, удивилась, а что, говорит, вы здесь делаете? Я говорю, я политический беженец, на данный момент получаю политическое убежище. Она такая выдохнула так. Так вы, значит, не за Путина? Я говорю, нет, я не за Путина. Люди действительно здесь очень не любят Путина, очень не любят политику Путина. Но они понимают все, что, во-первых, народ не виноват в этом, что мы ничего не можем сделать. Люди как могут пытаются сопротивляться, выходят там на митинги, да. Сегодняшняя даже российская оппозиция по всему миру отказалась от российского флага, потому что на сегодняшний день он является флагом-агрессором. И уже как бы объявили о создании нового флага. Кстати, вот вчера была презентация здесь в Литве этого флага. Это сейчас уже белый, синий и вот внизу красный цвет должен быть. Его убрали, снова белый поставили. То есть белый, синий, белый. Сейчас вот этот флаг, он флаг антивоенный считается. Он пока еще не какой-то там не государственный, не будущей страны, ничего. Просто как антивоенный российский флаг российской оппозиции. Вот, поэтому нормально относятся. Никто нас здесь не принижает. Некоторые вот там страшилки пишут, что в Литве, там в странах Прибалтики там унижают русских, там ничего подобного нету. Ни разу не видел. Спокойно, если когда ты говоришь, что ты литовский не понимаешь, там объясните на русском, как бы спокойно переходит на русский, все объясняют. Так что никакого принуждения, никакого там давления, ничего подобного нету. Вот. РБ родина татар, но вы к ним плохо относитесь, для вас это плохо закончится. Никто к татарам плохо не относится. У татар есть республика Башкортостан, республика Татарстан, да, то есть их республика, где они объявили о своем праве на самоопределение.
у башкир есть Башкортостан, где они объявили о своем праве на самоопределение. С татарами у них хорошие отношения. Здесь есть Айдар Губайдулин, татарин, тоже с Уфы, мы с ним отлично общаемся. Так, почему в Татарии отрицают башкорт как коренной народ Татарстана? В Гульминском и Низаминских уездах жили башкиры. Так, ну это уже споры пошли между собой здесь. Это я сейчас обсуждать не буду, возможно, в каких-то других эфирах. Сегодняшний эфир первый. Всех интересует именно, наверное, я считаю, что больше ситуация с Украиной. Еще раз говорю, я категорически противник этой войны. Я считаю, что не должно быть этой войны ни в коем случае. Я считаю, что наши аксакалы и лидеры башкирского национального движения еще в начале января правильно сделали, что обратились к башкирскому народу и призвали не участвовать в этой войне, всячески пытаться уклоняться от этой войны. К сожалению, мы видим, что на сегодняшний день все-таки башкиры там есть. И очень много башкиров, как мне сказал один мой знакомый, с его деревни 7 человек на сегодняшний день там служат, да, то есть это ужасно, это ужасно. Ну, как некоторые говорят, что они не знали, что будет война, многие даже контракт не подписывали, за них подписали. Мы видим, что сейчас идут большие потери. На сегодняшний день я уверен, что ну, как бы официально Хабиров признал 5 человек, да, погибших, но по тем данным, которые как бы уже публикуются, то как минимум 10 человек уже погибших. Это мы не знаем еще о тех, которые не идентифицированы и которые в плену. Вот. Поэтому за что башкиры и другие народы там гибнут? За Путина? Они вот очень много ваты, которая прям поддерживает Путина, поддерживает эту военную операцию, как они говорят. Это не военная операция, это война, это агрессия против другого суверенного независимого государства. Начинают там приводить примеры, где вы были 8 лет, когда бомбили там Донбасс. НАТО там должно было, там начало вооружать Украину. Но, уважаемые, во-первых, про 8 лет. Во-первых, не Украина это начала. Начала это все Россия, отобрав Крым. Было такое? Было. Введя какие-то вооруженные группы российские в Донбасс. То есть все прекрасно знают, что Стрелков со своим вооруженным отрядом вошел в Славянск, город, после чего начались боевые действия, которые переросли в большую войну, которая длилась там очень долго. Все это прекрасно знают. Если кто не знает, пожалуйста, информация вся есть, можете в интернете посмотреть. Поэтому говорить о том, что кто первый начал, тут явно понятно, кто начал первый. Дальше. Где все эти 8 лет что было? Все эти 8 лет они друг друга бомбили. Не надо думать, что только вот Украина бомбила там, ДНР стреляла там. И эти стреляли, и те стреляли. Поэтому говорить, что там только с одной стороны гибли люди, это в корне неверно. Теперь еще такой вопрос. Где был Путин все эти 8 лет? Почему он не сделал эти республики, ДНР, ЛНР, какими-то, знаете, вот, ну что-то хотя бы по уровню Санкт-Петербурга, да, то есть Татарстана, как живет, Башкортостана хотя бы уровень, чтобы там был, да, то есть вкладывать деньги, чтобы там остальное русскоязычное население Украины, чтобы видело, да, что там действительно, то есть вот они отсоединились от Украины, присоединились к России, и там у них наступил рай. Ничего подобного, они стали жить еще хуже. И все это население Украины видело, да, что они живут еще хуже. Зачем они тогда должны сейчас стремиться в Россию? Если Путин в них ничего не вкладывал, то есть ничего не делал, то кто в этом виноват? В этом виноват тот, кто заварил всю эту кашу. Поэтому здесь все, и заметьте, сколько людей поддержало Путина в ООН и сколько было против. 184 страны было против. 4 страны только поддержало. Ну и сколько-то стран там были нейтральные. Все осудили Путина, все осудили эту агрессию. Это реальная агрессия против независимого суверенного государства, еще раз говорю. И наши башкиры там не должны участвовать в этой войне. Это не наша война. Мы там свои какие-то выгоды не имеем. Мало того, что Путин нас здесь, в Республике Башкортостан,
скажем, угнетает, давит, сажает наших лидеров, запрещает наш язык, то есть, то почему мы должны его защищать? А если в Казахстан бы он ввел войска? Вот казахи это наш братский народ, тюркский народ, да, то есть мусульмане такие же, как мы. Вы бы тоже поддерживали бы Путина в этом? То есть, ну давайте логически рассуждать, логически как-то мыслить, включать мозг. Это, еще раз говорю, это не наша война, нам там делать нечего. Эта война аукнется на всех нас. Мы все будем, вот, допустим, даже он завоюет Украину. Я уже, конечно, сомневаюсь, что это произойдет. Ну, даже если там сбросит ядерные бомбы, завоюет Украину. И что? Вы думаете, украинцы вот так будут его радостно встречать? Ему все равно придется отстраивать эту Украину. Все вот эти бомбежки, которые сейчас происходят, кто это будет отстраивать? Россия. Все это ляжет на Россию. А Россия это кто? Это народ. Сам Путин с своего кармана не будет платить. Мы, россияне, будем платить. С нашей зарплаты будет все это удерживаться. Поэтому, ребята, ничего хорошего в этом нету. В Казахстане русские все за войну. Но понятно. Хотя не все, конечно. Так, какие еще вопросы? Тут очень много ботов, которых удаляют. Башкир или башкорт? Башкир по-русски, башкорт по-башкирски, да, то есть само название у нашей нации башкорт. Башкортостан, страна. Какие еще вопросы? Так, первый эфир, людей еще мало смотрят. Держишь ли ты связь с тюркскими националистами? Да, я общаюсь с тюркскими националистами, поддерживаю связь. Я еще раз говорю, что если кто-то думает, что мы какая-то маленькая республика в составе Российской Федерации, и нас никто не видит, за нами не следят, то вы ошибаетесь. Все следят, все видят, что происходит. Если страна сопротивляется, если народ сопротивляется, то об этом видят, об этом знают. Международные какие-то общественные организации все это видят. Международные комитеты ООН все это наблюдают. Если страна оказывает сопротивление, если там есть национальное движение, которое, скажем, борется, это все видит, нас поддерживает. Здесь я общаюсь, я еще раз говорю, нас поддерживает башкиры, и нам желают свободы. Что говорят братья Кашапы, на какой курс они намечены? Но они жестко, конечно, намечены на полную независимость. Хотя, конечно, они свой проект пока не объясняют, как это. Они хотят, у них есть проект, да, у них есть проект Федерации Идель-Урал из тех республик, которые на сегодняшний день здесь есть, да, то есть это Марий-Эл, Удмуртия, Татарстан, Башкортостан, Чувашия и Мордовия. Вот из них хотят создать федерацию. Но я не знаю, у нас башкиры согласны на это, нет, это все надо будет, скажем так, решать. Как вы относитесь к Ахмед Заки Валиди? Ахмед Заки Валиди для меня это национальный герой, стоит на одном уровне с Салаватом Юлаевым, человек, который создал нашу государственность, республику, в которой мы сейчас живем. Так что Заки Валиди это, еще раз говорю, национальный герой, великий человек. И то давление, которое сейчас идет на него, ясно говорит о том, что он стоит поперек горла российской власти. Потому что им невыгодно, чтобы башкиры помнили о тех героях, которые создали республику, боролись за ее независимость. Вот. Поэтому Заки Валиди надо нам всем помнить обязательно. Поддерживать его. Скажем так, мы обязательно добьемся того, чтобы Заки Валиди поставили памятник в Уфе. Обязательно это будет. Но на сегодняшний день с той властью, которая есть, и как она себя ведет, я уверен, что это и не только московская, это и уфимская власть в лице Хабирова, в лице Бадранова, они максимально стараются убрать
из истории, из нашей памяти о Заки-Валиди. Они пиарят Шеймуратова генерала, да, они пиарят там Красного Пашу. Я ничего не имею против Шеймуратова генерала, тоже герой башкирский, но он завоевал за империю, да, он воевал за Сталина, за советское, за коммунистов, а Заки-Валиди воевал за независимость, за нас, за башкир. Поэтому это разные люди и разного уровня абсолютно. И вот они стараются подменить понятие о наших национальных героях. Они стараются убрать Заки-Валиди и поставить вместо него таким Шеймуратова генерала, там, да, то есть, еще раз говорю, Красную Пашу. Очень сильно старается Бадранов. То есть, да, он прям ненавидит Заки-Валиди. Вот. Но мы должны помнить, и когда придет час X, когда мы восстановим свою государственность, мы обязательно отдадим должную память, почесть нашим национальным героям. Так, как быть с заповедниками, которые отдают французам под пчеловодством? Ну, по-моему, вопрос этот решен. Французы пока временно отказались. Но я, естественно, я против. Конечно, я следил за всей этой ситуацией. Я считаю, что наше правительство Республики Башкортостан, оно не, как всегда, не спрашивая население, не разговаривая с ним, то есть принимают решение, вот здесь будет теперь там французы. Но елки-палки, вы население спросили, нет. Они уже потом, по факту, когда уже начались возмущения, начались там, люди начали записывать видеообращения, приехали разговаривать. Нет, ребята, так не делается. Нужно сперва разговаривать, что вот такой-то, такой-то инвестор хочет зайти. Как вы смотрите на это? Вот он предлагает вот то-то, то-то. Вот он будет у вас здесь там такое-то производство, у вас там будут дороги, там садики, там школы. Вот такой бюджет он на это закладывает. Вот после этого уже люди будут говорить, да, мы согласны или нет, мы не согласны. Блин, когда уже там, они уже там все решили, подписали все договоры, там, и уже потом ставят перед фактом, кто так делает. И постоянно так, кстати, российская власть, башкирская власть наша так делает. И с Куштау то же самое было, и с Кыркытау то же самое было, да? То есть мы все прекрасно помним. Не умеет наше руководство разговаривать с людьми. Так, дальше. Не слышно. Казахи России. Как думает, какого курса они будут придерживаться? Ну, казахи России, есть всякие, но в основном как бы против войны. РБ распадется, если башист. Так, ага. Скажи, есть новости про Айрат Мухаметов, как он там? Айрат Мухаметов сидит, новостей у меня особо нету, но вроде бы как у него все хорошо. К сожалению, я не знаю в нынешней ситуации, как будут дальше развиваться события, как в этой ситуации будут относиться к политическим заключенным эта власть, я не знаю. Очень тревожно, но я надеюсь, что все будет хорошо, и Радиль Мухаметов после часа X вернется обязательно в Республику Башкортостан. Надеюсь, что все будет хорошо с ним. Так, возможно ли в будущем война России и Казахстана, если там поменяется вектор власти, и будешь ли ты участником этого противостояния? Еще раз говорю, высшие чиновники Российской Федерации, России, потому что Федерация от него ничего не осталось, неоднократно говорили о том, что земли, северные земли Казахстана были отданы Казахстану, что это российские земли. Путин неоднократно сам говорил о том, что определенные союзные республики, он не говорил про Казахстан, да, он говорил, что определенные союзные республики получили незаконно земли, им достались, которые им не принадлежат, намекая явно на Казахстан. То есть это у них в мозгу сидит. Если бы, я вас уверяю, что если бы с Украины прошло все быстро, как когда-то с Крымом произошло, то следующее был бы Казахстан. Поэтому я уверен, что они нацелены на Казахстан, на эти северные территории. А Путина, у него идея фикс сидит, что он якобы собиратель русских земель там, да. На самом деле, конечно, он человек больной человек с больными фантазиями. Так, как вы знаете вы Алихана Букайхана? Конечно, знаю. Это казахский национальный деятель Алаш-Орда. Так, нам же нужен коридор через Куландыкский и Гайский районы, как Тубе. Я все понимаю, но я уже объяснил, что на сегодняшний день это нереально. Еще раз говорю, наша единственная задача, как мы сможем присоединить Оренбургские земли, вернуть в состав
Республики Башкортостан, это если мы там увеличимся в каких-то районах, увеличимся по численности, где у нас там будет преобладать наша численность, там больше 70% башкиры будут много рожать, тогда возможно какой-то там референдум провести и присоединить к нам. Но еще раз говорю, референдум не как в Крыму. Ввели войска, то есть заблокировали все там административные здания, власти Украины, там военные части украинские заблокировали и там проверили референдум. Нет, должен быть международный референдум с приглашением международных экспертов. Все должно быть чисто и прозрачно. И если эти Кумандыгский, Гайский район, жители его башкиры, то есть большинство населения отдадут свои голоса за присоединение к Башкортостану, тогда да. Только так. Потому что если мы будем аннексировать какие-то территории, мы станем изгоем в международном обществе, на нас наложатся санкции, с нами никто не будет разговаривать. И, соответственно, вы понимаете, что чем это все закончится для Республики Башкортостан. Мы превратимся в очередной какой-то Зимбабве, который там будет загибаться под санкциями, там ничего хорошего, в общем. Нам нужно, наоборот, стремиться к евроинтеграции, нам надо стремиться с азиатскими странами, с нашими братьями интегрироваться, да, то есть какое-то экономическое пространство, культурное пространство с Турцией. Я думаю, что от них мы получим поддержку, когда произойдет час X. Я здесь сейчас пытаюсь налаживать отношения с европейскими странами. Держу контакты с нашими братьями-тюрками. Есть ребята, которые тоже так же, то есть, поддерживают контакты. Поэтому думаю, что все будет хорошо. В первую очередь я уверен, что нас поддержит Казахстан. Это наш братский народ, который поддержит нас и экономически поддержит, да, и политически поддержит. Поэтому я думаю, как бы все будет хорошо у нас. В любом случае мы обязаны использовать шанс, который нам предоставляется, вот это окно возможностей, которое открывается, мы обязаны его использовать. По другого шанса, возможно, у нас просто не будет. Поймите, что на сегодняшний день башкирский народ находится в таком положении, когда у нас вот мы практически стоим на грани, когда мы можем перейти эту грань, и уже мы можем не восстановиться как народ. Мы очень сильно теряем язык, то есть 30% по переписи 2010 года, да, то есть 30% заявило о том, что для них башкирский язык не родной, то есть что у них русский родной язык там. То есть, да, представляете, то есть это 30%. На сегодняшний день прошло уже сколько, 12 лет, еще, наверное, процент увеличился. Мы исчезаем по численности. Между переписями 2002 года и 2010 года нас, башкир, стало на 88 тысяч человек меньше. Это очень много. То есть, возможно, я еще раз говорю, мы можем перейти такую грань, когда мы уже не сможем восстановиться. Поэтому вот это окно возможностей, которое нам предоставляет история, Аллах Тагаля предоставляет нам это окно возможностей, мы обязаны будем его использовать. В любом случае мы будем его использовать максимально, исходя из всех ошибок, которые были в 90-х годах, которые совершили. Исходя из всех этих ошибок, мы будем строить нашу государственность. По-другому никак. Так. Если учителей за свою позицию мир начнут преследовать и на увольнение, маховик набрал обороты и поедает всех, кто не лоялен нашему сэру. Так, ну да, согласен. Но не забудьте также и то, что те люди, которые поддерживают сегодняшнюю войну, они все будут, скажем так, в будущем отвечать за это. Потому что это, еще раз говорю, война неправильная война, несправедливая война. Ее не должно быть. Все, кто сегодня поддерживает и разжигает вот эту вот рознь, кто поддерживает эту войну между двумя нашими странами, кто поддерживает, получается, они поддерживают, что наши башкиры, наши башкортостанские ребята, вне зависимости от национальности, что они, чтобы они там умирали. Получается же так? И я против этих людей, и я уверен, что они все понесут свои наказания. То есть я сейчас призываю всех, кто высказал свою позицию уже в отношении.
Если нет возможности высказаться против, если вы боитесь, что вас уволят с работы, лучше молчите. Но в любом случае не надо поддерживать эту войну. Если есть возможность говорить правду, лучше говорить прямо, что эта война нам не нужна, нужно заканчивать эту войну. Вот так. Ну, уже 51 минуту. Ну, давайте 9 минут до часа ровно подождем, наверное, поговорим. И на первый раз все, наверное. Так. В целом, по моему мнению, противостояние между татарами и башкирами никаких не должно быть. До революции учились по одним учебникам. В целом, тюркоязычные должны быть едиными целыми, так что противоречие это породило СССР. Я согласен абсолютно. Никаких противоречий между двумя нашими народами не должно быть. И яркий пример тому, все эти противоречия, во что вылились между русскими и украинцами. Это вот яркий нам пример. Мы хотим этого. Я уверен, что никто не хочет этого. Никто не хочет терять жизни людей, жизни своих сыновей, мужей, да, отцов. Никому это не надо. Война с Татарстаном, тем более, это наш братский народ, мы породнились очень сильно. Зачем нам? Мы, всегда можно договориться. Всегда можно договориться. Поэтому ни о какой войне, естественно, с Татарстаном я не говорю, и оно не должно быть. Так. Да, я согласен, что нас специально стравливают. У меня все знакомые башкорты имеют минимум 3 ребенка и 4. Это хорошо, да, я заметил, что особенно те, кто именно в исламе, динде, кем олардың балалары да көп. Өз 4 бала, 5 бала, 6 бала. Бик һәйбәт ул. Ул безнең үсеш, безнең халыктың үсеш. Поэтому рожать это самое лучшее, что может быть. Вот пример наш Казахстан. В Казахстане они очень сильно подняли свой демографический рост. У них как минимум у всех по 3 ребенка, по 4 ребенка. И они очень сильно подняли численность казахов у себя на территории Казахстана. И уже там вот те северные районы, про которые постоянно говорят, еще раз говорю, чиновники российские, говорят, что там русское население очень много. Уже нет. Уже практически во всех, не практически, а во всех районах Северного Казахстана большая численность казахов, чем русских. И они делали задел на будущее, то есть вот этот от сепаратистских различных движений, поползновений. И нам в будущем тоже так же надо делать. Развиваться максимально, детей больше. Так, практически закончились. По-моему, на все уже какие были ответил. Казахи подключились. Валейкум ассалам. Всем. Ну, уже подходя к концу, хочу закончить тем, что здесь я не просто так сижу. Я стараюсь работать, стараюсь все, что возможно, делать ради Республики Башкортостан. Гражданская, чтобы у нас образовалась гражданская нация. Что такое гражданская нация? Это, еще раз говорю, что мы хотим построить в Республике Башкортостан. Я за то, чтобы у нас в Республике Башкортостан образовалась политическая гражданская нация, куда входили бы все народы, проживающие на территории Республики Башкортостан. Башкирская политическая нация. Эта башкирская политическая нация, она будет, где в этой башкирской политической нации ведущая сила будет принадлежать, конечно же, башкирскому народу. Почему? Потому что, объясню, то есть она не будет, башкирский народ не будет пользоваться никакими привилегиями, у него не будет никаких там каких-то особых полномочий, нет. Наоборот, это на башкирский народ будет накладываться, наоборот, ответственность за свои земли, за земли, которые достались нашему народу от предков, от наших. Сколько они крови пролили, да, за эти земли. Эти земли нам достались, и наша ответственность передать эти земли нашим потомкам. Вот, это единственная, вот эта ответственность накладывается на башкир. А в башкирскую политическую нацию будут входить все нации. И в будущем, когда, то есть, час X произойдет, и мы будем устанавливать свою республику, свою власть там в республике с помощью выборов всего,
Так вот, это каждый житель Республики Башкортостан будет приносить присягу на верность, чтобы стать гражданином этой политической нации. Он должен будет принести присягу на верность Республике Башкортостан, на верность ее конституции, на верность ее законам. А, Тем, кто данную присягу примет, они автоматически входят в башкирскую политическую нацию. Те, кто не захочет давать присягу подобную, они будут такими же жителями Республики Башкортостан, пользоваться точно такими же правами, а, социальные блага, все будет на них также распределяться. Но они не будут, у них не будет возможности участвовать в политической жизни Республики Башкортостан. Они не смогут участвовать в выборах, они не смогут выставлять своих кандидатов. Вообще от политической жизни они будут отлучены. Вот и все, чем будет отличаться башкирская политическая нация от простых граждан Республики Башкортостан. И еще напомню, что у нас в Республике Башкортостан будет свое гражданство. Обязательно будет свое гражданство. Как у нас будет национальная гвардия, так у нас будет и гражданство свое. И чтобы получить это гражданство, то есть еще нужно будет доказать, насколько ты полезен для Республики Башкортостан. Будет, если приезжать какие-то там, допустим, с других стран к нам, там гастарбайтеры или кто-то, мы еще посмотрим, будем ли мы принимать в Республику Башкортостан, наделять его гражданством, потому что если он, допустим, какой-то хороший хирург, обладает какой-то хорошей профессией, то есть, да, там строитель хороший, инженер, допустим, там, ну, вот армян, там, какой-нибудь там таджик приедет, там, да, то есть, там, узбек приедет, то есть, да, такие люди нам нужны, которые будут на благо Республики Башкортостан там работать, трудиться, приносить благо. Но если он приедет сюда просто так там заниматься каким-то там криминальным бизнесом, там, да, что-то там устраивать, там, или ездить по нашей набережной, стрелять в воздух, такие нам не нужны. Зачем вы нам нужны? Нет, таким будет путь закрыт. Вот, так. Так, ну, наверное, все. На этом, наверное, буду заканчивать. Всех был рад видеть. Хаубу хурматлы милләттәштәр. До новых встреч. Раз в неделю, может быть, 2 раза в неделю буду делать, стараться теперь стрим. Я вижу, что зашло людям. Задавайте свои вопросы заранее, там какие-то там, о чем бы вы хотели поговорить, на какие темы. Думаю, тем сейчас у нас очень много. Будем разговаривать, будем общаться. Еще раз говорю, рад был со всеми пообщаться, ответить на ваши вопросы. У меня есть канал, телеграм-канал, тот самый из Башкорт называется. Подписывайтесь на него, на мой YouTube канал подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте, давайте рекламу о нем. На этом все. Хаубалат.